Вычегда – одна из основных водных артерий Коми. В планетарном масштабе она чаще всего упоминается как река бассейна Белого моря, правый и наибольший приток Северной Двины. В Коми Вычегда исконно была основным водным путем, связывающим жителей глубинки, а также природной сокровищницей, дающей пропитание многим поколениям. Эта полноводная река интересна не только в промысловом плане, но и в историческом ключе. Два названия Эжва среди Коми и Вычегда среди русскоязычного населения до сих пор вызывают дискуссии по поводу их появления и значения. Вычегда возникло раньше название Эжвы. Связывают название Вычегда с самогийскими названиями или, то есть, какие-то ненцы, печера летописная, которая была, или с угорскими народами, а потом как бы производят от этого названия Вычегда, Егда, Йогд, Йоган. Это все название реки, река означает и в самогийских, и уральских языках. Из различных источников можно найти несколько версий истолкования названий Вычегда и Эжва. Предполагают, что Эжва изначально звучала как Вежава, то есть «святая вода», а название Вычегда произошло от мансийского «вич» и древнерусского «егда», то есть «луговая вода». Но исследователь Олег Гуляшов считает эти истолкования неубедительными. У него на данный счет есть свои предположения. Слово «вич» оно означало «полнота», то есть некая полнота, цельность. В мансийском, в ханты-языках тоже есть вот это слово, оно в форме «уча», «вича». Если с точки зрения вот этой версии рассматривать, то получается, что «выч» ягда означает полная река, широкая большая река. Кама тоже в удмуртском языке «кам» означает просто большая река, просто река. И то же самое «выч» ягда, то есть широкая река. Потом оно из угорских языков, когда предки Коми уже заселили верховье Вычегды, было калькировано, то есть перевели просто отдельные части на Коми язык, и получилось Эжва. Эж – это поверхность. Ну, Юреш – поверхность головы, там, Муэш – поверхность земли. И тут Ваеж – поверхность воды. То есть произошло калькирование, и название, в принципе, означает тоже широкая река, большая река, настоящая, в отличие от лесных речушек, от притоков. Такая трактовка названия Вычегды абсолютно оправдана. Это действительно большая река. Площадь Вычегодского бассейна 121 тысяча квадратных километров, а длина реки 1130 километров. А это в 1,5 раза больше, чем длина Северной Двины. Так почему Вычегда считается притоком Двины, а не наоборот? Я думаю, это общепринятая практика. Вот если сравнивать там название Илыч впадает в Печору, считается приток Печоры, но в месте впадения Илыч гораздо полноводнее, глубже, шире, мощнее, чем верховье Печоры. Но дальше называется Печора. Точно так же дискутируют, Кама впадает в Волгу или Волга впадает в Каму, или Вычегда в Двину, или Двина в Вычегду. То есть тут, я думаю, весь секрет кроется в том, что вот эти большие речные магистрали осваивались снизу и сверху. То есть в верховьях какая-то группа людей пользовалась вот этой речной артерией, называла по-своему, а внизу потоки шли мощнее, они были известны большему кругу людей, там судоходство более развито было. Поэтому, видимо, это название закрепилось как основное. А там, из-за того, что какая-то река впадает, пусть и пошире, чем другой приток, пусть полноводнее, но из-за этого менять смысла нет. У Вычегды обычно выделяют верхнее, среднее и нижнее течение. Верхним течением считается участок от истока Вычегды до впадения в нее реки Нем. Река Сысола служит следующим условным разграничителем Вычегды. До впадения Сысолы идет среднее течение Вычегды, а после впадения Сысолы начинается нижнее течение Вычегды, вплоть до Северной Двины. На протяжении всего русла реки находится множество больших и малых населенных пунктов, и каждый абориген верхнего, среднего или нижнего течения, как правило, видит свою Вычегду. Жители верхнего течения знают Вычегду как небольшую и извилистую.
Из окон жителей среднего течения видна широкая, с обрывистыми берегами река. Вычегда нижнего течения прямая, с перекатами и островками. Стало интересно повидать могучую реку в ее колыбели, Парме, близ Тиманского кряжа. Для этого мы направились в поселок Пузла Усть-Куломского района. Эта фонтанирующая из недр земли вода, к сожалению, никакого отношения к рождению Вычегды не имеет. В 40-е годы прошлого столетия здесь проводились геологические работы. Скважины дошли до глубинных вод, и с тех пор пузловчане снабжены бесперебойным артезианским водоснабжением. Так зачем мы приехали в Пузлу? Дело в том, что по расположению это наиболее близкий к истокам Вычегды населенный пункт. На склонах Тиманского кряжа на высоте около 220 метров над уровнем моря в болоте Джур-Нюр берет начало маленькая речушка Лун-Вож. После слияния с лесной рекой Вой-Вож она принимает название Вычегда. К этому месту слияния двух начал дорога известна немногим. Благо, в Пузле нашлись проводники, хорошо знающие здешние леса. От деревни Пузла мы направились к истокам Вычегды, что находится в 30 километрах от самой деревни. Места здесь довольно глухие, и, говорят, даже водятся медведи. А что из себя представляет сам исток, мы увидим чуть позже. Эта дорога раньше вела в Ухту. Здесь был зимник. Ездили здесь только зимой. Летом тут проехать невозможно. Болотистая местность. Раньше здесь возили много разного груза. Кирпичи возили из Ухты в Помоздино, Усть-Кулом, Сыктывкар. Сейчас по этой дороге только лес вывозят. Иногда заезжают охотники и грибники. Чаще на мотоциклах, так как дорога здесь с каждым километром становится все непроходимее. Частенько бродит в этих краях медведь. Вот медведь поцарапал, вот когти. С этой стороны стал. Вот сначала тут что-то рыл, что-то искал он. Может это гнездовщина была или еще что. Нарыл, видимо, покусали его. Вот он потом его... Он тут уже неоднократно царапал. Видимо, каждый год приходит. Тут уже вот раньше вот царапал. Поднимается, сидит, видимо, на кресте. Может, играет. Этот брод не высыхает? Нет, здесь как-то машина целиком провалилась и утонула. А что за речушка? Это и есть Вычегда, Ежва. Место называется Ежвадор. Сложно было поверить, что эта речушка, которую можно перейти вброд, и река, пересекающая всю республику с востока на запад, одна и та же Вычегда. Река, вбирающая в себя воды более 1000 притоков и 23 тысяч ручьев, здесь сама чуть шире лесного ручья. Но это еще не исток. Что примечательно, вода здесь кристально чистая. Ее прозрачность позволяет полюбоваться дном и беспечными мальками. Это довольно непривычно, ведь в черте Сыктывкара вода в Вычегде мутная и желтоватая. Если верховья Вычегды, их можно характеризовать как полугорный тип водоема, потому что она и течет в отрогах Тимана по плотным грунтам, известняки. А уже ниже это ледниковое отложение
это вот пески, это глины такое. И взвеси эти растворяются в воде, происходит механическое растворение. И взвешенные все частицы создают вот эту вот муть. Ниже уже по течению, здесь уже подходят и какие-то болотные массивы, оттуда текут более темные, ну, как биологи называют, цветные воды. Это коричневого такого цвета воды стекают. И все это сказывается на прозрачности воды. Поэтому не грязная, но она менее прозрачна, так сказать. Наш путь к истокам Вычегды продолжается. Когда, по словам проводников, до цели нашего путешествия остались считанные километры, дорога стала просто непроходимой, а вскоре и совсем исчезла. Придется сквозь кусты идти. Везде плохо. Сейчас. Главное аппаратуру, чтобы не сломать. Сейчас потихоньку пойдем. Место слияния двух лесных рек предстало перед нами как-то внезапно и совсем неожиданно. Вроде только что брели по лесу, а через мгновение уже стояли на берегу новорожденной Вычегды. С этого места и начинается река Вычегда. С притоков Вой-Вож и Лун-Вож. А уже дальше в Вычегду впадает более 1000 притоков, и она проходит через всю республику Коми и Архангельскую область. Вот тая Войвожец. Татыше ясно. Вой-Вож здесь поднимается еще на 10-11 километров. Лун-Вож также километров 10. Начало берет из болота. Здесь даже течения почти что нет. Все травой поросло. Течение сведет почти абу, вся юна трун зима. Нрав у Вычегды, как у любой равнинной реки, довольно спокойный. Селились люди вдоль ее берегов издавна и не предполагали, что эта статная река когда-либо изменит свое русло. Однако по неустойчивости русла и подвижности песков Вычегда занимает первое место в России. Таким образом, многие селения, некогда находившиеся на берегу большой реки, сейчас отстают от нее на несколько километров. Вычегда уникальная река для нашей территории. Степень ее озерности довольно-таки высока. На участке среднего течения, это от Усть-Кулома практически до Сыктывкара, на вот этой территории встречается более 2000 озер, разных по размеру, от небольших совершенно, несколько десятков квадратных метров, до несколько тысяч уже. Вычегда течет по мягким осадочным породам, и благодаря этому она оставляет после своего меандрирования большое количество озер. Сама река, само русло уходит в сторону. Так, к примеру, деревня Эжолты, находящаяся у одноименного озера, раньше стояла на берегу Вычегды. По преданиям, которые ходят среди местного населения, по реке Вычегде в деревню приплывал сам Стефан Пермский. Перемещался он, исходя из тех же преданий, на весьма необычном плавсредстве – огромном валуне, что и по сей день стоит в предместьях Эжолты. В достоверность этого предания сейчас поверить сложно. Однако то, что русло Вычегды некогда проходило намного ближе к Эжолты, доказывает оставшееся впоследствии пойменное озеро. Сами изменения русла, они могут быть совершенно быстротечными. Это буквально десятилетие, и уже русло может уйти на несколько метров в сторону. На нашей реке это процесс естественный, почти непредсказуемый. В недавнем прошлом, в период Советского Союза, по руслу реки всегда работали дноуглубительные мероприятия проводились. Отчерпывали как раз те отложения большие, их снимали и углубляли русло реки и поддерживали направление течения реки. Сейчас этого не проводится, и происходит естественный, совершенно естественный процесс. Река находит себе новое русло и уходит. Глины и песчаники, непостоянство которых приводит к частой смене русла, делают Вычегду не совсем удобной для судоходства. Но все же она считается судоходной. В 60-е годы XIX века по реке пошли первые пароходы. Было установлено постоянное товаро-пассажирское сообщение между Устюгом и Усть-Сысольском.
действовало северное пароходство, суда которого приходили в Усть-Сысольский порт из Архангельска. Сегодня коммуникация по Вычегде не столь актуальна, но все же весной по водному пути можно добраться до пристани Вольдина, что в 959 километрах от устья Вычегды. Мы тем временем решили познакомиться с Вычегдой уже чуть ниже по ее течению. Здесь, у села Помоздино, река также размерена, но гораздо шире, чем у истоков. Берега становятся обрывистыми. Местные жители предупредили нас, что река здесь сильно петляет, так что нужно запастись большим терпением, чтобы не предаться искушению и не завести лодочный мотор. С селом Помоздино, с которым мы вроде бы попрощались, Вычегда сводила нас еще раза 3-4. Отрадно было наблюдать неспешную гладь реки, пригодились и припасенные снасти, однако попытки поймать какого-нибудь представителя местной фауны были безуспешны. Никакой активности со стороны подводных жителей мы не наблюдали. Промыслового значения Верхняя Вычегда особого она никогда не имела. Самые главные рыбопромысловые участки находились всегда в среднем течении Вычегды. То есть есть два характерных участка. Это район Усть-Кулома, где хорошее устойчивое русло, кормное. И после паводка рыбы, как правило, могут там образовывать промысловые скопления, что удобно для лова. Ниже Усть-Кулома довольно много старец, и русло не очень устойчивое, то есть кормовая база очень плохая, поэтому в самой реке рыбы не так много, как хотелось бы. Для верховьев, как правило, обычные виды, у которых форма тела торпедовидная. Например, хариус, гальян речной, бычок-подкаменщик. Но поскольку Вычегда она имеет равнинный характер, в принципе, то в верховье обычный и щука, плотва, окунь, то есть вполне типичные такие виды. На участке Усть-Кулома раньше активно добывали стерлядь, мельму, сига. В Вычегде встречаются такие виды рыб, как гальян, пескарь, уклейка, елец, карась, усатый голец, налим, корюшка, щука. Ихтиологи насчитывают около 30 видов. Помимо названных видов, которые более или менее постоянно встречаются в реке, виды проходные. К ним относится семга, она поднимается к нам из Белого моря через Северную Двину. И основные ее места нереста – это река Вынь, Северная Кельтма и Нем. Также к проходным можно отнести ледовито-морскую миногу. Также есть сибирская минога, которая опять же местная, она никуда не мигрирует. Стерлядь, она является видом не аборигенным, а вселенцем. В начале 19 века был построен Северо-Екатерининский канал, который соединил Северную Кельтму и Южную Кельтму. В 1810 году произошла авария, там паводковые воды, они повредили систему шлюзов, и, видимо, в этот момент стерлядь смогла пройти из Южной Кельтмы в Северную и в последующем распространиться по системе Вычегды и Двины. Также к вселенцам у нас относится судак. Он приплыл к нам из реки Суханы. Как оказалось, ихтиофауна Вычегды довольно разнообразна. Как и сама река, со временем по тем или иным причинам она претерпевает изменения в составе и численности подводных жителей. Есть сведения о поимке ротана головешки. Был он завезен где-то около 20 лет назад. Если стерлядь, судак, жерех-голавль – это рыбы промыслово ценные, то вот ротан-головешка – это нежелательный вид для наших северных экосистем, поскольку он имеет довольно высокий инвазивный потенциал, то есть он выживает как карась в таких очень плохих условиях, может жить, форма у него забота о потомстве, то есть все направлено на то, чтобы рыба выживала. Если он будет распространяться по нашим водоемам, он нанесет серьезный вред для аборигенного рыбного населения, то есть для местных, поскольку будет выедать просто молоть всех рыб. С ихтиофауной мы разобрались. Действительно, верховья Вычегды любители рыбной ловли не очень порадуют. Еще скуднее нам показалась растительность реки, а местами практически отсутствие этой растительности.
Однако исследователи утверждают, что флора водоемов бассейна Вычегды – это 100 видов водных растений. В Средней Вычегде ее пойма, ее бассейн, он наиболее богат мелкими водоемами. Это небольшие озерки, пойменные озера. В них как раз сосредоточено наибольшее число высших водных растений Вычегодского бассейна. Верховье Вычегды не столь богато высшими водными растениями, и поскольку начало свое Вычегда берет в отрогах Тимана, верховье Вычегды по своему составу очень близко к Тиманским рекам. Это мелководные, как правило, каменистые экотопы, и на них часто встречаются не погруженные в воду растения, а растения, которые растут по ее берегам, то есть это воздушно-водные. То есть часть растений находится в воде, они укоренены в грунте, а листья их поднимаются над водой. Спускаясь ниже по течению, когда мы видим, что река становится более широкая, она начинает меандрировать, то есть вот вилять, образовывать пойменные водоемы. Вот здесь вот уже в хорошо прогреваемых, мелких, пойменных водоемах уже мы можем наблюдать значительно большее разнообразие. У нас в Республике Коми большее распространение имеют в водоемах такие виды, как рдесты. Их 18 видов. Некоторые живут только в воде, они не поднимают даже листья на поверхность. Некоторые могут образовывать плавающие на поверхности воды листья. Кто-то может переносить и даже пересыхание, то есть уходит вода, а могут образовывать земноводные формы. Магистральное русло Вычегды по разнообразию водных растений не богато. Сильные потоки воды вкупе с мягким песчаным дном не дают укорениться ни одному растению. Поэтому наибольшее разнообразие можно наблюдать в мелководных заливах Вычегды, а также в ее пойменных озерах. В некоторых из них встречаются уникальные древние растения. В озере Средний Кадам был обнаружен полушник шиповатый. Это споровое растение, дальний родственник хвощей, то есть это вот древняя флора. Растение совершенно небольшое, но 2-3 сантиметра такое, растет на песчаном грунте. Он очень требователен к чистоте водоема, и у нас он встречается только в 3 озерах. 2 из них относятся к бассейну реки Вычегды. Разнообразие водных растений – залог здоровья реки. Растения участвуют в очищении воды как в роли механических фильтров, так и переработчиков вредных веществ. Вычегда в этом плане в полном расцвете сил. Однако косвенное или прямое влияние человека вызывает в реке неблагоприятные изменения. Начало освоения Республики Коми, хозяйственное освоение, внесло свою лепту и в изменение экологических условий в реке. В пойменных водоемах появляются такие виды, как рогоз широколистный. Оно чужеродно для нашей флоры, и оно активно внедряется в новые места обитания. Еще один вид с Архангельской области, с юга поднимается, это элодея канадская. Оно дает очень большую биомассу. Вся вот эта вот масса, которая образовалась за вегетационный сезон, к концу лета она вся опадает на дно, начинает перегнивать, потреблять кислород. Под слоем льда нечем дышать рыбам получается, и в результате может привести к заморам. Еще один из важных биологических фильтров, наряду с высшими водными растениями, это порой невидимые для глаза водоросли. Конечно, это не тропическая река и не река Амазонка, которая кипит жизнью. И на первый взгляд кажется, что на самом деле очень бедные наши северные реки. Там вода, песок, камни, быстрое течение. Конечно, очень длинная суровая зима, что откладывает отпечаток на те организмы, которые живут в этой реке. Но при этом, если внимательно посмотреть в толщу воды, на берега, можно увидеть кипучую жизнь. Организмы, которые обитают в толще воды, их называют планктоном. Организмы, которые живут на погруженных предметах, камнях, растениях, которые находятся в воде, это обрастатели или перифитон их еще называют. И жители донных мест обитания, то есть те, кто живут на самом дне реки. Важный компонент водной экосистемы реки Вычегды – это водоросли. Просто так их не увидишь, конечно. И когда мы смотрим на толщу воды в реке, кажется, что она прозрачная, и в ней нет никаких живых организмов. На самом деле это не так.
Их очень много, они очень разные по окраске, по цвету, по форме. Встречаются вот в виде палочек, в виде таких овальных крупных клеток, могут быть в виде нитей, в виде каких-то шаров таких вот крупных. Являются первичными продуцентами органических веществ, то есть служат кормом для всех обитателей реки Вычегды. А первое звено в цепях питания, то есть без них существование других организмов в реке оно невозможно. Суровые условия вычегодских вод действуют на водоросли по правилу «что не убивает, делает сильней». Возможно, что в скором будущем северные реки, в том числе и Вычегда, обогатят нашу республику еще одним полезным сырьем. Наблюдается развитие очень многих групп водорослей, которые любят очень холодные воды. А для того, чтобы выжить, они накапливают масло, накапливают жиры. А это очень перспективно для использования, например, для получения биотоплива. Ведется поиск таких видов, которые могут быть использованы в таких вот целях для получения биодизеля. В начале своего путешествия мы видели в Вычегде большую реку, величественную и сильную, которой все нипочем. Однако только к завершению нашего пути, приглядевшись, мы осознали наконец всю ее полноту и одновременно с этим всю ее ранимость. Река эта будет жить и дальше только в том случае, если мы будем относиться к ней как к живому организму.